Сегодня ровно год со дня формирования в республике батальона «Адал». Мы пообщались с бойцами на передовой и узнали, почему они решили отправиться в зону СВО в составе чувашского подразделения. Ради страны и ее будущего. В батальон «Адал» идут по зову сердца. Среди бойцов люди самых разных профессий. Строители, преподаватели, шахтеры, сварщики высокой квалификации. Когда началась спецоперация, остаться в стороне, продолжать строить карьеру и жить повседневными делами они не смогли. Нас всех здесь объединяет одна цель. Цель, чтобы к нам домой война не пришла. Чтобы наши дети не знали, что такое фашизм. Чтобы наше государство, Россия, всегда стала мощной и сильной державой. Наш батальон, у него цель не с автоматами впереди бегать. Цель – объединить все подразделения одной связью. Но при потере связи приходится нашим ребятам ползать впереди даже пехоты. Сегодня в батальоне «Адал» плечом к плечу стоят 200 жителей Чувашии. Среди них как 20-летние юноши, так и 60-летние мужчины. Всех объединяет желание быстрее вернуться домой. И только с победой. Служим мы дружно. Командир у нас замечательный. На гражданке совместно с ребятами из пограничного братства Чувашии мы занимались военно-патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому решение принять участие в СВО принял почти сразу. Мы очень ценим вашу помощь, которую вы нам оказываете. Мы ждем с нетерпением весточку от вас, от родных. Всех любим. И победа будет за нами. Мы вернемся. И весточки приходят от родных, близких и даже незнакомых. Письма и рисунки школьников Чувашии бойцы получают регулярно. Говорят, они греют сердце и поднимают боевой дух. Даш, я вот тебя не знаю, мне очень приятно. С меня, наверное, когда я домой приеду, мороженое вам подарю, честно, прям до слез. Спасибо большое. Дорогому герою от Анастасии, дорогой наш герой, это все подарки тебе. Этот браслет я делал от всего сердца. Носи его, пожалуйста. И носки тоже носи. В Чувашии делают многое, чтобы бойцу там за 1500 километров было спокойно за своих родных, а они, в свою очередь, легче перенесли трудности. Это стипендии и бесплатное питание для детей. Для каждого члена семьи льготное посещение культурных и спортивных учреждений, поддержка от волонтеров и соцработников. Сумма 300 тысяч выплачивалась всем ребятам, которые вошли в состав батальона «Адал» в 2022 году. Все же, кто вступили в батальон «Адал» в текущем 2023 году, они получат выплату в размере 50 тысяч рублей. Исходя из принципа справедливости, на равных условиях все добровольцы, это и в том числе и «Адал», и другие бойцы, которые добровольно уходят сейчас для участия в спецоперации, они получают одну единую сумму. Всего за время спецоперации 2 бойца «Адала» получили орден мужества, более 10 – медаль за боевые заслуги и более 20 – за воинскую доблесть 2-й степени. Половина личного состава награждена медалями участников СВО. Каждый ценой здоровья, а иногда и жизни, отважно стоит на защите суверенитета страны. Анна Центовская, Борис Андреев, Республика.